Ну да. И вот недавно даже тоже Вахтау снимала, но у нас тоже немножко Актюбинский младший, ну, с характером. Тут пришел, говорит, ой, я говорить ничего не буду, жена пусть скажет. Я говорю, здрасте, живете в 4-комнатной квартире в центре города, благодаря Рою получили, и вы 2 слова не можете сказать. И он сел, конечно, и рассказал, как я вообще с уголовного розыска. Я работаю очень много лет, у него там и династия такая, и папа, дядя судьи, тоже этот сюжет выйдет скоро. Я, ну как бы, может, светиться не хотела, не знаю, сейчас занимаю там руководящую должность, и он говорит, прежде чем вступить в Рой, я ее со всех сторон проверял. Ну, я как бы простой человек, у меня связи есть. Я говорю, и? Он говорит, ну и живу в квартире благодаря Рою. Это 4-комнатная, такая просторная квартира, у него 3-4 дочки. И я хочу сказать, что к тому, что вот я на КТК работала, и вот у нас негатив, помогите. А тут ты работаешь, я с удовольствием работаю. Я благодарна, что Айбек когда-то ко мне обратился и попросил снимать вот такие видео, да. И мы подумали, как это снимать, потому что же надо показать все, и жизнь, и историю, и вообще как человек. Не просто, что я пришел в Рой и получил квартиру, а насколько это очень мощно. И я благодарна Айбеку, что я сейчас делаю такие сюжеты, я думаю, вы ими пользуетесь, и они приносят вам пользу, да, и вы... Это все правда, первый раз вижу человека, почему раскрывается, потому что мы там 4 часа общаемся, но это все остается за кадром. Самое главное, что, и вот когда еще хочу сказать один момент, прошла проверка, мы эту новость, когда уже вот, ну, прямой эфир был, когда Арген это все сам лично сказал, мы эту новость друг другу рассылали так, как будто это вообще, ну, такое вот облегчение, радость. И самое главное, что все люди сейчас работают в Рое, которые в трудные моменты были рядом.